Азиз Насир и Амина Абдульбаки из города Кашгар были приговорены к 8 и 5 годам тюремного заключения из-за того, что отправили своего сына в Египет для религиозного образования. Абдульхалык Азиз, проживающий в Стамбуле, рассказал, что его родители были произвольно арестованы и отправлены в концентрационный лагерь китайскими властями, а затем приговорены к тюремному заключению. Молодой человек сообщил, что его отец работал водителем. До 2016 года Абдульхалык Азиз поддерживал связь с родителями. Однако к концу года его родители перестали отвечать. Согласно информации Радио Свободная Азия, его отец получил 8 лет и в настоящее время находится в тюрьме города Маралбаши. Мать студента была приговорена к 5 годам лишения свободы и отбывает наказание в тюрьме города Артуш. По словам Абдульхалыка, его родители не совершали ничего запретного, за исключением отправки сына в Египет и перевода денег для покрытия расходов на образование. Представитель Госдепартамента Китая назвал иск, поданный против Поднебесной американским штатом Миссури, абсурдным. Генеральная прокуратура штата обвиняет Коммунистическую партию Китая в дезинформации относительно COVID-19, массовых задержаниях лиц, раскрывших подробности эпидемии, и отрицании инфекционного характера вируса. Министр иностранных дел Японии Матеги Тошимицу осудил факт проведения кораблями береговой охраны Китая патрульного заплыва в акватории спорных островов, расположенных в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило информационное агентство Кьода. Сообщив, что передал ноту протеста своему китайскому коллеге Вангу Yi, Тошимицу сделал следующее заявление: «Мы против любых провокационных действий, которые могут накалить обстановку в регионе». Министр иностранных дел Японии обсудил с Вангом Yi вопрос спорных территорий в Южно-Китайском море и двустороннее сотрудничество в борьбе с эпидемией. После напряженной ситуации между кораблями США и Ирана, которая произошла на прошлой неделе в Персидском заливе, президент США приказал военно-морскому флоту ударить по иранским кораблям, если они снова пойдут на абордаж. Командование 5-го подразделения военно-морского флота США сообщило, что 11 катеров береговой охраны иранской армии попытались взять на абордаж 6 американских военных кораблей. В свою очередь, пресс-секретарь Генерального штаба Министерства обороны Ирана генерал Абуль-Фазль посоветовал США для начала спасти своих граждан от эпидемии, а не угрожать Ирану. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус провел видеоконференцию в Женеве. Отвечая на вопросы о решении президента США прекратить выделение средств для организации и призывы к отставке, Гебрейесус заявил, что не покинет свой пост. Он назвал США важным партнером для Всемирной организации здравоохранения и призвал Трампа пересмотреть свое решение. Тем не менее, следуя примеру Трампа, который назвал коронавирус китайским, сенатор-республиканец Макс Салли заявил, что руководитель Всемирной организации здравоохранения должен подать в отставку в связи с тем, что он виновен в сокрытии правды об эпидемии.